Вторая по счету в Ингушетии специализированная школа хоккея уже демонстрирует свои возможности на товарищеском матче с командой из Чеченской Республики. Силы хоккеистов и тактика действий практически одинаковые, что показывает и равное количество заработанных баллов в первом периоде. На открытии глава Ингушетии Юнусбек Кивкуров и легендарный советский и российский хоккеист, двукратный чемпион Олимпийских игр Александр Якушев. Давайте еще раз поприветствуем нашего легендарного гостя, который приехал в нашу республику и имени которого этот великолепный хоккейный комплекс будет называться. Уважаемый Юнусбек Дамат Гиреевич, я, знаете, с большим волнением, с большой гордостью стою, и мне даже не верится, что здесь люди на заранее решили названа школа по имени меня. Дорогие друзья, спасибо вам, я горжусь этим. Благодаря этим медовым аренам у нас сегодня проходят эти праздники. Праздники – это исторические события сегодня в Ингушетии. Благодаря этим событиям и история наполняется в нашей республике. Я хочу заверить и главу республики за оказанное доверие нам сегодня. Возложенное это доверие, мы его оправдаем с достоинством. И, Александр Сергеевич, вам тоже хочу сказать, что имя ваше сегодня названное, мы с достоинством его пронесем и воспитаем достойных, хороших хоккеистов. Александра Якушева встретили как настоящего джигита с папахой и буркой, а после наградили почетной грамотой главы Ингушетии. Александр Якушев вместе с Юнусбеком Евкуровым вручили юным хоккеистам подарки, профессиональную экипировку, что может быть лучше для будущих звезд большого хоккея. Для Ислама Сичуева сегодняшний день особенно значимый. Рад он не только такому полезному подарку, но и возможности воочию увидеть своего кумира. Он мне очень нравится, и Фетисов тоже эти заслуженные есть. Заслуженные хоккеисты мне очень нравятся. Этот спорт не значит, как моя жизнь. Половина здесь хоккей, половина в доме. Мне очень понравился этот хоккей, и я, когда вырасту, я хочу стать хоккеистом, знаменитым чемпионом. Мне очень понравилось играть в хоккей, и я научился кататься на коньках, забивал голы. Как отмечает знаменитый хоккеист, у ингушских спортсменов впереди большое будущее, так как в Ингушетии уделяется особое внимание хоккею. Тому доказательство открытые с начала года в регионе 2 хоккейные школы. Я смотрел, как играли дети, с каким азартом они играют. И страсть такая у них. Это то, что, в общем-то, позволяет потом вырасти в хороших спортсменов. Не оставил хоккеист без внимания и сложившуюся в этом году ситуацию на Олимпийских играх. Конечно, определенное настроение негативное, оно сказывается, оно не может не сказаться, когда нас лишили и сильнейших спортсменов, и вся эта атмосфера вокруг Олимпиады очень такая тягостная была. Я считаю, что участие нужно было обязательным наших спортсменов-олимпийцев, потому что это тоже для этих же молодых, неопытных ребят, это большое подспорье для приобретения опыта, чтобы в дальнейшем они уже становились лидерами нашей сборной и чемпионами следующих Олимпийских игр. Все необходимые условия для наших спортсменов созданы. Ребятам остается только усердно тренироваться и достойно представлять нашу республику на различных спортивных аренах. Зелимхан Калоев, Магомед Урусханов, Новости 24.